В жизни нередко случается так, что яркие и неординарные личности, известные в свое время всем и каждому, с течением времени стираются в народной памяти и становятся известными лишь узкому кругу специалистов или близких им людей. Так случилось и с Бауди Сулеймановым, которого в свое время называли голосом чеченского народа. Он был не только страстным пропагандистом народной мудрости, который нашел главную цель и призвание своей жизни в создании и исполнении песен, он был любимцем народа. Бауди Сулейманов был человеком трагической и в то же время героической судьбы. Родился он в 1902 году в селении Даулет-Гирин-Эвла, ныне Дойкур-Ойвла. Родители его, отец Сулейма и мать Бати, были хотя и бедными, но уважаемыми и хлебосольными в семье людьми. Несмотря на это, судьба не жаловала мальчика, складывалась трагически. Когда ему едва исполнилось 7 лет, умерла мать. Вскоре, заболев оспой, он полностью ослеп. Но эти тяжелые и жестокие удары не сломили его, не по годам сильную волю Баудина. Помогало ему и то, что отец отдавал ему больше любви, проявлял больше заботы и внимания, чем братьям Юсупу и Дауду, и сестре Таибат. Помогала и поддержка односельчан. У отца Баудина было множество друзей, знакомых в разных селах Чечни, в которые Сулейм часто выезжал в поисках заработка. Поэтому в их доме часто звучали голоса гостей, которые рассказывали детям завораживающие чеченские сказки, исполняли сопровождение Дечик Пандер или о народных героях, борцах за справедливость и о счастье простых людей. И юный Баудин зачарованно слушал их, впитывая в себя и запоминая эти удивительные сказания, и пытался петь сам, что очень радовало отца, которого радовало, что любовь к пению отвлекает мальчика от грустных мыслей, что он старается найти себе свое место в жизни. Первым его учителем игры на Дечик Пондаре был односельчанин Асхаб, а первым, кто учил его пению, друг отца из села Гални Така Дубаев. Он научил юного певца исполнять песни о народных героях Бибулате Таймиеве, Сурхо, сыне Ади, Ахмаде Автуринском, Казалгане из Миржоя и других. Лишив зрения, Бог дал ему другой дар – необычайно острый музыкальный слух и талант исполнителя. Постепенно росло мастерство юного певца, расширялся круг песен и слушателей. Отец начал брать его в поездки по селам в поисках хлеба насущного. В этих поездках Баудин знакомился с известными в те времена музыкантами-исполнителями. Так ему покровительствовали, стали его наставниками, учителями чеченские народные илленчи, сказатели Эди Утиев из Гихов, Ахмад Язиев из села Гални, Зага из села Бину-Юрт. С их слов он и запомнил и запел героический или старого Дади, Жамир Зимадиева, Шахмирзы Зайтиева, сестры 7 братьев и другие. Но судьба продолжала испытывать волю и талант Баудина на прочность. Грянула Октябрьская революция 17 года, начались кровопролитные бои на фронтах гражданской войны. Разъяренные сопротивлением сельчан, белогвардейцы разрушили и сожгли крупнейшее в Чечне родное село Баудина Дойкур-Ойвла. Защищая село, в боях погибли оба его брата, Юсуп и Дауд. Семья покинула пепелище родного очага и стала кочевать с места на место. Однако эти испытания не сломили подростка. Даже в этих страшных условиях он продолжал петь, даря людям надежду, укрепляя в них веру в добро и справедливость. В 1922 году Баудин лишился и отца, но к этому времени он уже возмужал, закалился в испытаниях, нашел прочное место и дело всей своей жизни. В этот период он стал давать концерты в избах-читальнях, различных учебных заведениях, клубах, а с 1928 года он солист только что созданного Чеченского областного радиокомитета, чуть позже и чеченского ансамбля песни и танца. Отныне его голосом и песнями могли наслаждаться слушатели во всех уголках Чечни. Вскоре имя Баудина Сулейманова становится известным по всей Чечне, и он по праву занимает достойное место среди певцов-импровизаторов. В 30-е годы 20 века в группе артистов Национального драматического театра и радиокомитета Баудин участвовал в проведении Дней культуры чеченского народа в городах Пятигорск, Ростов-на-Дону, Москва, где его песни были записаны на всесоюзном радио и прозвучали на весь Советский Союз. И всюду его песни и исполнительское мастерство получали высочайшую оценку, потому что в нем слышали голос самобытного края. Через него знакомились с мудростью трудолюбивого чеченского народа и его национальными героями. Истоком таланта Баудина и музыкального и поэтического было устное народное творчество чеченцев, по мотивам которого он уже в 30-е годы стал сам сочинять музыку и писать тексты для песен. В них оживали традиционные народные образы, известные герои. Рождению в нем поэта способствовало и знакомство в годы работы на радио и ансамбле песни и танца с известными тогда уже всей Чечни писателями Саидом Бадуевым, Ахмадом Нажаевым, Шамсудином Айсхановым, Арбимом Макаевым, Магомедом Мамакаевым, с прославленным уже в те времена гармонистом-виртуозом Умаром Димаевым и другими. К
Казалось бы, он с избытком пережил все удары судьбы, и жизнь незрячего музыканта стала понемногу складываться. Однако, оказывается, судьба приготовила ему еще немало испытаний. Великая Отечественная война, гибель на фронте двух племянников, сыновей Таибата, Джабраила и Якуба, полуголодное существование, изгнание с родной земли со страшным клеймом «враг народа». Но и при этих трудностях Баудин не сломался, не поддался отчаянию, а упорно делал главное дело в своей жизни – сочинял и пел песни. Он пел в Казахстане для шахтеров Караганды, хлопкоробов Чимкента, животноводов Джамбула, полеводов Акмалинска, земледельцев Фрунзенской и Джелал-Абадской областей Киргизии. В эти трудные годы и послал ему безжалостный рок очередную беду. Зимней ночью, возвращаясь домой пешком после концерта в колхозе в Карагандинской области, Баудин, разыгравшийся в степи метели, заблудился и без сил упал в снег. Утром бросившиеся на поиски односельчане нашли его едва подающим признаки жизни. Он выжил, но отморозив потерял все пальцы рук и ног. Однако это не сломило исполнителя. Он оказался сильнее испытания, научился играть на кихот-пондере и продолжал петь уже в его сопровождении. Радостным, как и для всех чеченцев, для Сулейманова стал 1957 год, год возвращения на землю отцов. На родине он стал трудиться с удвоенной энергией, неутомимо и вдохновенно, словно обрел вторую молодость. И опять в Чечено-Ингушском радиокомитете Государственной филармонии. Опять пошли многочисленные выступления перед тружениками полей и ферм, рабочими и студентами. Его песни, записанные в тот период журналистами радиосотрудников Чечено-Ингушского научно-исследовательского института истории языка и литературы, стали благодатным материалом для ученых при изучении устного творчества чеченцев. Мелодии и стихи Баудина Сулейманова выбирали в себя всю красоту и самобытность чеченской народной музыки и песен. Обаяние и привлекательность его песням придавали бережное хранение чистоты звучания народных песен или умение создать зримый и осязаемый образ героя, явление природы и человеческих чувств. Баудин был большим мастером одушевления образов, делая их понятными и близкими всем. Слушая его самобытный голос и песни, казалось, что над ними не властно время, но смерть, к сожалению, одинаково беспощадна ко всем, и к простолюдинам, и к талантам. Его не стало в 1961 году. Только после его смерти в 1962 году был издан его первый и единственный сборник стихов и песен. К сожалению, они так и не были переведены на русский язык, и поэтому Сулейманов, несмотря на то, что почти все другие сказители нашли в ней свое место, и не представлен даже в фундаментальной антологии чечено-ингушской поэзии, изданной в Грозном в 1981 году. Не нашлось ему места в сборнике поэзии Чечено-Ингушетии, хотя опять-таки для других, менее значимых сказителей оно нашлось. Да и сейчас его песни почти позабыты, не звучат ни по радио, ни на аудиокассетах и дисках. Молодые люди, да и те, кто постарше, в грохоте барабанов модной и шумной современной музыки, вряд ли помнят его удивительные песни, знают что-либо о Баудине Сулейманове. Вряд ли знают, что он был, что прожил трудную и трагическую жизнь, создал множество песенных шедевров, славящих республику и его мудрый и трудолюбивый народ. Создал шедевры, прославляющие его национальных героев. Все это осталось там, в незаслуженно забытом прошлом. Говорят, что народ не забывает живших во имя него героев. О них он слагает свои песни и стихи, которые живут и будут жить всегда. В свое время эти песни создавал и исполнял Баудин Сулейманов. Не хочется верить, что это имя будет предано забвению, и потому остается надеяться, что справедливость все-таки восторжествует. И Баудине Сулейманове рано или поздно вспомнят, и он вернется к нам в стихах, в песнях и в добром слове о нем. Остается верить, что им и будет гордиться чеченский народ, которому в дар он оставил бессмертное наследство, свои стихи и песни, которые бесценным вкладом легли в копилку чеченской культуры.